Если на перелетах тут сидеть с чучелами, 100% здесь можно добыть уток. Ух ты! Мимо этой красоты я никогда стороной не пройду. Странные следы я увидел. Вот когти. Во-первых, все лето тут никого не было, я смотрю. Крыша начала подгнивать. Да, никого не было. А вот тут уже для вас поснимаю. Даже заходить не стану. Знаете, вот до такой степени все аккуратно сделано. И вон еще один. Кто упругие ножки. Хрень. УАЗик здесь оставлю. Дальше пойду пешком. Первое озеро. Волн не вижу. До сих пор еще машина едет, УАЗик. Слышно гул двигателя. Брусничное черничное варенье. Что-то порция маленькая, меньше. Медведь, конечно, больше оставляет. Вон там озеро. Тишина, волн нету. Вон два гриба. Вон там еще третий. На обратном пути буду собирать. Обратно я тоже здесь буду спускаться. Может, на супчик наберем даже. 3 штуки уже я вижу. Но один крупный-то. Он может и гнилой. Но 2 мелкие хорошие должны быть. Очередное озеро. Там изба. Сегодня Мишка здесь он. Вижу, Нива стоит там у него. Вроде Нива. Но если охотник здесь, возможно, с утра уже озера тоже поблизости проверил. Не каждый раз везет озера проверять. Следы машин. Машина выше поднялась. Блин, не догадываюсь, если честно, кто может быть. Ручей как ручей. Ширина от силы 1,5 метра. Но вы даже не представляете, сколько рыбы сюда поднимается на лето. Вот так они в ручье все лето живут. Похоже, ребят, вот сюда УАЗик свернул. Это очень даже хорошо. Да. Я понял, кто сюда приехал. Идем дальше. Тут озеро будет.
улетели. Так, рассказываю, ребят. Вот это озеро. Позапрошлом году или когда это было уже, я стрелял 2 гоголей. Доставал еще лодкой. Представляете, каждый год. Прям каждый год здесь можно встретить утку. Интересное озеро. Очень интересное. УАЗик заехал вон туда. В конце этого озера там изба у них. От УАЗика, от шума УАЗика утки не взлетели, они тут кормились. Как будто я видел 3 чирков, а тут 2 чирка, оказывается, были. Уже готовился к стрельбе, уже как бы момент искал. Такое вот открытое место, чтобы прицелиться через озеро. Ну, примерно, наверное, 45 метров. Не успел ничего сделать, улетели. И желания, если честно, как бы особого такого не было у меня. О, там еще утки. Ой, бля, болтаю. По озеру начали плыть. Посередине озера. Вон плывут. Может идти чирки, но туда уже бесполезно идти. Там, во-первых, кустарник. Бесполезно. Думаю, эти же чирки. Вот. Но я смотрел на них и еще в сторону смотрел, как бы в надежде увидеть этих. Зайду, пугну, что ли их. Может, где-то думал, там дальше кряквы сидят. Вот, сейчас поднимем их и дальше пойдем. Вон. И там еще 2. Оказывается, тут они, я и... Вон. Значит, они 2 штуки поднялась. А там еще оставалось, ребят, я их не заметил. Чирки, чирочки. Вот это действительно озеро. Утиное озеро, я бы так назвал это. Если на перелетах тут сидеть с чучелами, 100% здесь можно добыть уток. Ух ты! Бля, чуть-чуть не успел. Чуть-чуть не успел я прицелиться. Тупо стрелять в воздух тоже. Под выстрел пришли и улетели. Вот что значит болтовня. Не нашел, не смог взять на прицел. Чирочки. Идем дальше. Видели, как красиво они пришли. Ну, меньше этого кулачка, конечно, утки. Но все равно интересно, хочется уже пострелять. Мимо этой красоты я никогда стороной не пройду. Вот это уже пришло время, когда созрел вот этот шиповник. Полезный, вкусный. Всю осень ем я его. Он сладкий, полезный. Вот он. Шиповник натуральный. И как еще? Шиповник натуральный и дикий. Дикий шиповник. Нету. Здесь редко набывают, тоже встречаешь. Еще одно озеро проверю и буду возвращаться. Странные следы я увидел. Вот когти. Во-первых. Во-вторых, вон, смотрите. Неужели это медвежонок? Вот. Совсем маленький.
Диаметр на ноготшилы 8-9 сантиметров. Вот. И сюда она поднимается. Тут. Это похоже на медвежонка. Медвежонок нам. Может, по дороге он спустился, а там я вам показывал, помьет совсем немножко. А может, его. Редко я такие следы вижу. Обычно вижу мощные, большие. А тут меньше моей ладони. Совсем маленький какой-то. В грязи я много не увидел. А пальцы есть. Не знаю. Ну, я так думаю, что это медвежонок небольшой. И тишина. Короче, непонятно, какая-то мелочная она волну образует. С той стороны такая волна шла. Но она 3-4 рыбы поднимаются, там тук-тук-тук ходят по верхнему слою воды. Уток нет. Шабаш. Бывает, так разгонишься, утки взлетают и на тебя прям летят. Вот тогда бах-бах. Но не сегодня. Пойду обратно на избу. Тулан успокоится, вроде не лает сейчас. Нагрелся, согрелся я. Согрелся хорошо. Вот так проходит у нас охота. Смотрите, как и в прошлых фильмах я рассказывал, озера, где у нас находятся в гуще тайги, каждым годом все больше и больше зарастает. Добывать утку очень тяжело. Во-первых, густая тайга, во-вторых, уток у нас очень мало. Дай боровая птица пока молчит. Вот второй день я нахожусь в лесу. Ни свиста, ничего рябчика я еще не слышал. Как ни странно. Хотя очень много черники в этом году. Птица должна быть. Не знаю, какая осень будет. Будем надеяться, что боровая птица будет. Нету уток, ребят. Бесполезно. Да, с утра сегодня я говорил насчет запаха. Что-то похоже на плесень. Тут здесь то же самое. И видно, что какое-то растение, может, цветет или наоборот гниет. Но что-то происходит в природе. Интересно. Прям вот очень похож на плесень. Вот вкус плесени, вот запах. Бывает, идешь по тайге, такой аромат вкусный. Сегодня с утра какой-то наоборот. Не очень приятный. Не устаю повторять, что время берет свое. Смотрите, как все изменилось. Поля все заросло. Все заросло, ребята. Года 2, наверное, уже не снимала вам местечко пилявать. Здесь пройду вдоль реки. По пути посмотрим, что изменилось тут. Никто сильно не заготавливает. Вот и деревья выходят.
Везде кругом. На поле еще открытое здесь место. Я зимой тут последний раз проходил, вот здесь поднимался с реки. Вон там косачи сидели на дальних деревьях. Гонял их. Вот тут я и проходил. Вот здесь. И туда пошел. Стула на месте еще были. Ну, столик сгнило уже все. Все лето тут никого не было, я смотрю. Крыша начала подгнивать. Да, никого не было. Вот так. История Пилявася скоро, наверное, закончится вообще. Потому что даже косить никто не приезжал. Вроде родня и семья большая. Что поделаешь. Вот этот малинник всегда я вспоминаю. Здесь вот старая изба была. Очень древняя. И этот малинник что-то мне напоминает. Да, но амбар еще стоит, немножко уже искривились. Если много снега выпадет, вот, скажем, суровая зима, если будет, много навалит снега, просто, ну, под весом, напором, под весом снега уйдет он туда. Уже направился, вот все четыреножки уже наклонились, свалится, подгнивает. Здесь баня по-черному. Туалет. Мне нравится просто вот так избы снимать, обзоры. Для себя что-то новое вот, увидеть, посмотреть. Здесь соседняя изба будет. Вот тут уже другой хозяин. Хозяйка. Короче, муж с женой приезжают. Смотрите, территория скошена, во-первых. Сразу увидел. Большое количество дров заготовлено. Бывает полноводьем тоже здесь заливают. И могут эти дрова уплыть. Баня по-черному вам уже показывал. Изба, интересно, закрыта, нет. О, столик. Все покрашено антисептиком. Ну, палисандром, наверное, называется. Такой фундамент, ребят, смотрите. Фундамент изба. Так, изба после ремонта. Постоянно у них закрыто от сегодня. Так, лишнее показывать не стану. Ну, в гости зайду. Шалом здорово, горка. Что здесь находится, снимать не стану. А вот тут уже для вас поснимаю. Даже заходить не стану. Знаете, вот до такой степени все аккуратно сделано. Пол покрашен. Может, и они босиком тут ходят. Нет, туда заходить не стану. Планировка тоже самая, как и во всех избах. В углу столик. Печка кирпичная. Большая печка. Так, получается, раз, два, три. 3 на 3 кирпича. Но обычно вот так. А 3 на 4 уже тяга совсем другая. 3 на 3 он более лучше топится. Или 3,5 на 3,5 сделать. Квадратную надо делать печку. Так, у нас на первой избе было вроде 3 на 3,5. Ну, здесь матица, доски, потолок. Вешалка, умывальник. Ну, вот тут в углу умывальник висит. Высокая изба, между прочим. Сами хозяева тут не очень росли. Даже тепло. Или из-за того, что на улице было тепло. В избушке тепло. Очень тепло. Такие шторки или что тут. А, это вон, наверное, или что. Короче, тут матрас, одеяло. Хреново, вот, когда вот мыши гадят. Вот это противно. Ну, кружки, ложки, тарелка. Все есть. Ножницы. Блин, все аккуратно сделано. Ну, свежий ремонт после ремонта.
бы в этом сезоне, наверное, ремонтировали избу. Все хорошо. По-домашнему сделано, как будто домой я зашел. Все аккуратно. Мне понравилось. Оценка какая? 5? 5 с плюсом. 5 с плюсом. Добавить нечего. А что в коридоре, я, ребят, сниму стану. Это бывает, знаешь, снимай номер, узнай. Что? Я выбираю, что снимать, что показывать. Вот. Ну, все классно. Изба хорошая. Там кирпичи, остатки, наверное. Тут венцы все на бетонке. Бетон поставили. Остатки кирпичей тут. Вот так все выглядит, ребят. Труба там. Жестянка большая. Вот так, вот это и разница. Где вот хозяева приезжают, следят за домом. И вот соседняя изба, где за сезон никто не приезжает. Изба. Этот процесс тоже старения, что человека, что избы, что еще что-то. Без ремонта, ну просто... Если человек себя не поддерживает лекарствами, не проверяется в больнице тоже, знаешь, может быть критичный конец. Или же избу, скажем. Если крышу, здесь, между прочим, андулин крыша. Если крыша протекает, просто за пару лет избушку потеряете. Он быстро сгниет. Вот. Вот тут поле тоже, между прочим, было. И вот что происходит. Вот. Вот с этого угла начался процесс вот это подсада. Вот все идет. Вот здесь поляна еще. Но в ближайшее время вот это все будет идти. И все зарастает. Все зарастет. Вот. Ну, примерно так, ребят. Пойду дальше. Сейчас уже никуда не буду останавливаться. Ну вот следы трактора, наверное. Весной бревна они привезли. Дорога есть. Из села привозят стройматериалы. Вон там этот, как сказать, хариус плеск. Тут мелководье и тут хариус водится тоже. Мелкая река, но здесь хариус держится постоянно. Один раз я со второй избы, короче, тут спускался. О, там тоже, между прочим, изба. Ну, изба-то я, понятно, знаю. Но крышу поменяли, андулином тоже постелили. Зеленый андулин. Интересно так. Я думал уже, да, эту избу давно забросили. В этом году, наверное, ремонт сделали, потому что лаги, которые вот, ну, бревна, там срезано, новый спил. Нормально так. Не забрасывают. Большая изба, между прочим. Не помню, там я ночевал или нет. Здесь-то я ночевал в этих избах, а там не помню. И, короче, я спускался, уже снег был, лежал. Я спускался с поворота, вот оттуда появился. А здесь вот не на воде, не на берегу, а вот тут. Вот тут. Штук 20, вон опять хариус прыгнул. Вот цапля. Цапля, ребят. С кривой этой шеей. Короче, вот тут. Наискосок к берегу там штук 20 гусей. Взлетела и улетела. Вот тут даже садились они, вот здесь отдыхали. Вот цаплю я увидел. Серая цапля. Но он меня издалека тоже увидел, сразу улетел в сторону. Ой, надо идти, а я болтаю.
Буду собирать грибы. Пакет не взял нормального. Мусорный пакет. Всегда с собой у меня рулон. И добытую птицу или зверя там сюда ложить. Очень удобно. Легкий. И нужная вещь вообще в рюкзаке. Сегодня забыл пакет нормальный с ручкой. Вот придется сюда набирать грибы. Вот тут уже начнется гриба. Просто не могу стороной пройти. Вон один. Небольшой ягель тут. Но грибная она возле дороги только растет. А вон еще один маленький. Хороший. Шляпку только возьму и все. Вон. И вон еще один. Кто упругие ножки. Хрен с ним возьму, может. Мало их. Брусника креслятина. Ножки, наверное, уже. Ой, ножки гнилые. Красивый напоганка. Ты смотри, блин. Очень похож на подосиновик. Прям только возле дороги и растет. Этот проверять не стану. А, смотри, прикинь. Не знаю, видите? Кто-то объел. Во-первых, съедена и наверное, белка. Вот, царапала она. Надеюсь, видно следы когтей. Белка тут питалась этим грибом. Первый раз такое я наблюдаю. Никогда еще не помню, чтобы я видел так следы, беличьи следы на грибе. Класс. Как всегда, тут черника вкусная. Поляна тут. Смотрите, много их. А где рябчики-то? Почему не свистят? Понятно, я еще их не добываю, но должны уже свистеть. Черника хорошая, еще упруго держится, не отходит, самостоятельно не выпадает. А так она зрелая уже все. Еще какие-то грибы. Это тоже подберезовики, так называемые. Ну, чистые. Возьму, фиг с ним. Выходит солнце. Тепло будет. Ребят, показываю. Нашел я 1, 2, 3, 4 гриба. Вот. Ну, без выстрела. Пока, в данный момент.